Я сегодня, готовясь к мероприятию, с утра оказалась свидетельницей такой небольшой сцены, которая повернула немножко мое видение того, как бы я хотела здесь выступить или о чем бы я хотела сказать. Утром ребенок готовился в садик, и я оказалась свидетельницей такого диалога, что 5-летний ребенок говорит: я хочу взять эти конфеты в садик, говорит маме. Мама говорит: конфет не хватит на всех детей. Воспитатель сказала, что нельзя приносить ничего с собой в садик меньше того, чтобы хватило на всех детей. Изумление на лице ребенка меня просто, знаете, как-то очень сконцентрировало мое внимание. Я глубоко удивилась тому, она действительно осознала, что как болезненно могут реагировать дети на несправедливость, потому что вот здесь как раз-таки это был акцент на то, что на самом деле это социально болезненное явление, когда человек сталкивается с несправедливостью. И поэтому я хотела бы сказать, что мы можем, конечно, говорить о многих проблемах, и проблема, связанная с социальным предпринимательством, это тоже ответ на то, что мы, вступив, я думаю, есть специфика переживания вхождения в современную цивилизацию для Абхазии, в том смысле, что этот переход в ожидании людей, которые боролись за независимость своей страны, они прежде всего ожидали как достижение того, что они будут жить в очень справедливом обществе. И это видение пришло в противоречие с тем, что мир несет в себе в современных условиях. А мир несет в себе признание и приоритетную ценность института частной собственности. Исходя из того, что есть, конечно, безусловно, культурная специфика в каждом регионе, и я думаю, что есть особенность в кавказских культурах, что иногда гордость не позволяет говорить о том, что кто-то, может быть, в чем-то нуждается. Но я думаю, что вот этот эпизод с ребенком заставил меня, думаю, что надо сказать о том, что мы живем в эпоху, когда Абхазии надо дать свой собственный ответ на то, что если это общество, экономика, экономическая эффективность, они связаны с предпринимательством, то как-то это все надо уравновесить в видении мира. И без этого уравновешивания, собственно говоря, затрудняется движение вперед, потому что мы видим, и мы сталкиваемся с периодическими процессами дестабилизации в целом в обществе. Поэтому и очень важно, что здесь сегодня присутствуют и представители власти, и широкой общественности, и органов местного самоуправления. И особая признательность тому, что присутствуем мы, представители академического сообщества, потому что я думаю, что серьезная доля ответственности ложится и за то, какие перспективы и как будет осуществляться развитие на ту часть, которую мы себя относим, и это, безусловно, академическое сообщество. Я также хочу сказать, что, может быть, я сказала, может, кажется, что это грустно, но я хочу вывести на очень серьезный позитивный момент, и он связан с той темой, о которой мы сегодня говорим. Действительно, село – это исток культуры. И в культуре есть очень много ответов на запросы. Баланс того, чтобы уравновесить частное и публичное, да, и мы понимаем, что в таких условиях экономического развития, которое сегодня главенствует, преобладает на земном шаре, получается, именно индивидуальный интерес берет вверх. И как же его уравновесить с публичным, социальным интересом? Ведь и то, о чем сегодня говорили мои коллеги, это как раз-таки ответы в разных сферах на то, как осуществить как добиться этого баланса, без которого общество не может двигаться и развиваться. Я думаю, удивительным образом мы, в общем-то, говорили о том, что в политико-правовой сфере есть опыт, переданный из поколения в поколение, заключенный в Гербе. Но удивительно, что такое понятие, такая ценность, которая указывала бы путь
на достижение этого баланса в культуре содержится в понятии Айзенхарта, которое мотивирует человека на приращение. На приращение, как на уровне приращения к очагу, как на уровне частном, так и приращение в смысле социальном, государственном. Я думаю, что когда мы говорим о сохранении традиционных духовных ценностей, нам всегда надо помнить об очень выразительном мнении или выражении тезиса, который заключается в словах о том, что традиция – это огонь, это передача огня, а не пепла. И я думаю, именно с этой точки зрения мы должны говорить. Все эти моменты, которые связаны с рассуждениями, я думаю, что организаторы мероприятия могут сказать, что я увожу в какие-то заоблачные, очень, может быть, теоретизированные мысли, но я думаю, что это очень важно, это основа видения, философии, без которого двигаться невозможно. И эти моменты должны лечь в основу, как то, что мотивирует к активному действию и с точки зрения социального предпринимательства, и с точки зрения, может быть, достижения не только вообще в бизнесе, и в политосфере и так далее. И все эти моменты должны ложиться как в качестве основы. Здесь уже с юридической точки зрения хочу обратить внимание на принятие закона в 2023 году о стратегическом планировании. И я думаю, что разработка различных программ, в том числе включая, безусловно, и сел, должна включать и эти моменты. И чтобы эти программы, они должны стать реалистичными. Но чтобы они были реалистичными, я думаю, что максимально сообщество должно принимать участие в процессе их разработки, в том числе в лице академических структур непосредственно Абхазии. И даже если возникают ситуации, когда нам могут смело сказать о том, что, может быть, в наших не столь многочисленных, в частности, я в своей структуре скажу, которую я сейчас представляю, Институт экономики и права, не столь многочисленных с профессиональной точки зрения, не так много штатных единиц, сотрудников и так далее, но я думаю, что все равно надо опираться на собственную науку и вовлекать в разработку соответствующих программ. И уже именно академические структуры сами должны решать в случае дефицита каких-то знаний специалистов, чтобы сами академические структуры привлекали таких специалистов. Я думаю, достаточно. Спасибо за внимание.